удовлетворены решением Покровского областного суда. С моей точки зрения, и Садович, и Руденко заслуживали бы оправдательного приговора. Сейчас рассматривается возможность подачи апелляции адвокатом Бабоева, который занимался этим делом. Какое решение будет принято, я не прогнозирую. Тем самым предотвращен существенный ущерб в двусторонних отношениях между Россией и Таджикистаном. Система такая. Наш рабочий контракт в Кабуле закончился. Согласно международного воздушного права и международных законов, компания, которая иностранная, влетает в государство, и как только контракт ее заканчивается, она должна освободить территорию государства. Она не имеет права перезаключать контракты на территории этого государства. Как только наш контракт закончился, мы были вынуждены перелетать. Было несколько вариантов. Один из вариантов рассматривался Арабские Эмираты, один вариант рассматривался Пакистан, но выбрали дружественное государство Таджикистан. И абсолютно это считалось нами логично и абсолютно нормально. Наш был абсолютно плановый полет, мы летели по плану именно в Таджикистан, именно в Шурган-Тубе. Поэтому о каких-то Узбекистанах, Киргизах, вопрос вообще получается неуместен. С 2008 года мы там начали работать и работали на всемирно известную компанию Supreme Food Service. Эта компания по всему миру осуществляет перевозку продуктов питания для всех миротворческих войск, которые где бы то на земном шаре находились. Вот этот контингент ISAF, который находится в Афганистане, необъявленная война с Талибаном, вот как раз мы только перевозили для них продукты питания, все. И таджикские экипажи летают, и украинские экипажи, российские, белорусские экипажи, Ил-76 работают, Ан-12, Ан-26, и все, никто там никакими наркотиками не занимается. Привыкайте, вас еще много снимают. А подожди, да. Нужно просто получить микрофон.